А зимы у нас снежные и сегодня. Дело в том, что Харьков – это видоизмененный кар-коп. Кар – снег, хар – кар, чередование идет в различных языках. А коп, ну коп Рахмет, большое спасибо, да, и сегодня говорят по-казахски. Балбалы, которые мы здесь видим, они у нас датируются на территории Харьковской области XI-XIII веком. И это наши предки, предки всей Слободской Украины, которые здесь проживали в XI-XIII веке. Откуда они пришли? Да пришли они, собственно, из Половецкой степи, которая охватывала огромную территорию. В средневековое время эта территория от Дуная до Алтая и дальше. Собственно, она связана и с Кимако-Кипчакским каганатом, существовавшим на территории Казахстана в IX-XI веках. Здесь была граница. Граница между оседлым государством, которое, скажем так, вот для украинской истории значит много, и не менее значимым для украинской истории тюркским каганатом. Я его называю условно тюркский каганат, потому что печенежское государство, кипчакское государство, это все мы объединяем большим красивым названием Дэшты-Кипчак. И говоря о половцах, мы знаем на территории среднего казахского жуза Кара-Кипчак. Находимся с вами сейчас на территории государства Улуса-Джучи, где большинство населения все-таки было население тюркское. И чтобы понять роль этих государственных образований, Дэшты-Кипчака как Половецкой степи, роль ордынского государства, для нашей украинской истории надо еще очень и очень много проработать и отказаться от идеологических штампов, я считаю. И когда мы будем объективно оценивать собственную историю, мы тогда поймем, кто мы есть, дети земли, какой мы являемся, понимаете?